Как видно, как слышно. Ну, наверное, слышно хорошо. И у нас работа кипит. Так. Ну что, друзья, если слышно, помашите вы. Николай, звук есть, нет? Хорошо, хорошо, что хорошо. Итак, друзья, как видели, несколько ножей готово, но несколько и нет. Дело в том, что у нас начинаются ремонтные работы по электроснабжению. Прямо из города Якутска выключают. Завтра, например, с 10 утра до 14 дня у меня нету света. То же самое и вечером. Или с 2 до 7 вечера. Так что, возможно, возникнут задержки. Не исключение это. Буквально только полчасика, как свет вернулся. Света обещала вернуться, вот вернулась я. Ну, этой весной такая программа, к сожалению, продлится весь март до начала апреля, наверное. Ежегодно так ремонтирует. Вот. И это очень плохо, особенно когда во время термички сталь убивает наповал. Температура стабильная, потом пойдет, потом как будто включение печи принимает. Резко, не резко, но потихоньку теряется температура стали. Из-за этого карбиты спад. И потом эти ножики, к сожалению, приходят ко мне обратно. Вот того я очень не люблю. По той простой причине я тут их достаточно тестирую. Но, несмотря на это, некоторые воспользуются вечным гарантиям пожизненным, то имеют право. Ножик придет, посмотрим. Если что надо, поремонтируем и так далее. Привет! Итак, присиствуя кипяток. А я уже перешел 3-й год на кипятке. Не жалуюсь. Вот. Че, ребята, участвуйте? Я утром посчитал участников ровно 15. Каждому по одному ножу и все. Ровно 15 участников. Больше нет. Вот я решил пободрить своих подписчиков. Ребята, участвуйте. Я надеюсь, сегодня... Ой, успею, не успею, но с этого дня вам в личку отправлю ролики. Вот. Ну, Бен Худ. Сказано было 28-го в это воскресенье. 28-го в это воскресенье. Сегодня у нас четверг. Заканчивается. Остается пару дней. Пятница, суббота и уже воскресенье. Что касаемо ножей, заказчиков, я сегодня отправил рода 3, 4, 9, по-моему. Даже на 9. Вот. Без обзора. Ребята без обид. Ну, ножи кожаные.
Ничего такого особенного нет. Ну и, во-вторых, просто времени нет. Условия розыгрыша таковы. На этот номер карта прикреплена, сберовская. Самое главное, при отправке пишите свой мобильный номер, там где написана сумма, снизу квадратик. Сначала был там сообщение получателю, а сейчас приложение обновили, убрали буковки, оставили квадратик беленький. Там пишите свой мобильный номер. И тогда, Дэн Хунт, я буду знать, что вы участвуете. По той простой причине вы напишите свой мобильный номер. Вот. Сколько номеров зависит от суммы билета. Если вы купите 10 билетов, то уже в стеклянном банке будет 10 номером вашей. 10 билетов. Вот и все. 10 шансов. Напомню, в прошлой игре один участник приобрел 10, выиграл 2. А если его посчитать по цене ножа, который можно заказать, почти трое дешевле, даже 5. Спасибо, Рузиль. Взаимно. И одна просьбочка, ребята. Просьба такая, что такого плана, если получите у себя ролики, которые я отправлю сегодня-завтра, сегодня вряд ли, глаза лопаются, еле смотрю и говорю, хочу спать, 5 утра встал, вот и стою, а хочется спать и начать заново, с нуля. Когда человек уставший, силой, всеми силами, мыслями, пытаясь что-то делать, можно и пораниться. Это минимум. Самое худшее, можешь испортить изделие, которое ты делал неделями. Буквально неделями. Из-за этого только из уважения своим клиентам я оставляю станки, включаю, чтобы завтра с утра новая энергетика, новое хорошее настроение, начать новый день. Только из-за этого. Диалог 2. Все. Так, докончу. Ну вот, как получите ролики, оно будет составлять несколько секунд, не минуты, меньше минуты. Будьте добры, разошлите по соцсетям, по своим, по группам, по WhatsApp, Facebook, контакты, Инстаграмы, Телеграм, еще что, по WhatsApp. Отправьте людям. А то активность всего ничего сказать трудно. 15 участников на 15 ножей. Каждому по одному. Вот. Ну, как-то так, пока у нас, привет, Алтай, у нас ситуация такова, жаль, что, ну, не говорят, скольки до скольки, взяли и отрубили, работаешь, свет ушел, все, когда придет, во сколько придет, через сколько придет, неизвестно, это пугает, не только пугает, а уже не хочется даже работать. Все сломает. Ребята, есть вопросы? Коли у народа нет вопросов. Так. Вопросики есть, нет? Ого.
Если бы ты кидал номера нам, показывал бы, а потом разыграл. Ну, Сергей, ты умен, это точно. Очень умный человек. Вот. И который человек, который не доверяет. Но если показывать номера те, которые участвуют, то большая половина прямого эфира было бы только... Ой, 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 ой. Было бы только, чтобы рассмотреть, где мой единственный билетик. Показали? Нет. Показали? Нет. Вот, время на то бы ушло бы. Запросто. И все. Так, еще есть вопросы? Привет. Да, конечно, участие можете принимать вплоть до воскресенья по Москве до 12 дня. Последний срок 12 дней в Москве. В течение этого времени можете и днем, и ночью приобрести билеты. Самое главное, пишите свой мобильный номер при отправке. Проверить Кубань. Пожалуйста, Сергей. Ладно. Специально для вас. После этого ролика я на своем канале очередной раз опубликую ролик, как принять участие. Очередной раз. Не ленитесь, друзья, будьте добры, смотрите. Там всего ничего 52 секунды. И, по-моему, все подробно объясняю. Вот так. Смотрите. Еще. Ну, ребята, раз на то пошло, пока, как говорится, ушей мало. Я решил, ну, сами знаете, в прошлом году активно помогали людям, детям. Правильно? Было дело? Было. Вот. Потом, после нескольких, ну, скажем так, неудачных попыток, мне стало очень жаль тех маленьких детей, которых могли бы спасти. И я от этого не отказался, наоборот, решил помочь другим путем. Каким, спросите вы? Долго думал, долго просил, как мне делать, чтобы лечить неизлечимое. Как мне помочь тем людям, которые нуждаются. Деньги это деньги, ребята. Это предмет, который дает вам временное благополучие. Временное. И то, если правильно использовать. А если прикупить там Lamborghini Дьявола и несколько ящиков шампанского, и все. Первый стол.
Вот и плакали твои денежки, грубо говоря. Я искал и просил, искал и просил, искал и просил. Мне была нужна информация. Но все мы знаем, что медицина не всесильна, правильно? Отказывается, ну, реально сейчас узнали, как будто нормальный образ жизни переходим как-то. Но те, которые переболели, знают, как это больно, как это тяжело. Те, которые не болели, они уже переболели. Вот. Ну, минимум неловко. Вот. В маске ходить, перчатка и так далее. И таких вещей будет еще. Не секрет, что не только вирусы, но и все приходится вирусами на уровне генов. И их отправляют, говорят, отправляют свыше, чтобы уничтожать. Нет, ребят, это, я вам говорю, личное мое мнение, и это мнение твердое. Это рук человека. Создали вещество, которое, чтобы это. Вот. Ну, тудым, ходить не буду. Я искал не правду, а знание. Почему так происходит? Я раньше говорил, что из-за телефона, опухоль мозга и так далее. Но тут, честно соглашусь, есть какое-то некое влияние, да, есть, но не 100%. Основное влияние делает, как оказалось, язык человека. То есть ты, впереди сидящий, вами здоровается, говорит, а за спины плохими словами отзывает, и эти слова превращаются в невидимом пространстве в виде стрел, и они попадают прямо на столб спинного мозга. И потихоньку входит в организм. Не объясню, каким образом, хотя я знаю, по той простой причине время давит, а население добавляется. Но как тут быть? Как тут быть? Как достичь того граня, чтобы не просто помочь человеку, не своими голыми руками как бы построить мост, чтобы машины поехали, не то что. Тут нужна была особая сила и особое знание. Но такую силу имеешь только после знания, им можно будет уже управлять. Оказывается, можно лечить человека. Оказывается, можно излечить человека любой болезни тяжелой, любой абсолютно. Вот. И оказывается, ребята, вся проблема каждого человека лично себе. Больной человек считает себя больным. Но на самом деле он не так уж сильно болен. Не так уж. Большинство из нас только
призывает боль, болезнь себе. Ой, у меня шея болит, ой, у меня что-то болит, ой, у меня, ой, у меня, ой, у меня, ой, у меня, ой, объем. И эта мысль, одна только мысль, слух или просто так, превращает здорового человека в больного. И это внутри нашего организма бурлит в планах бактерий, хромосом и так далее. И вся болезнь приходит только человек, если его желает. А человек со словами не хочет, не желает он болеть, правильно? Будьте здоровы, будьте здоровы. Но сознание-то говорит другое. Что-то мне болит, там ёкнуло где-то, ой-ой, ой-ой. Оказывается, я болен, и так далее. И все раскрывает, там ходят всякие нечистые силы, и все. Самый крутой диагноз, капец, тебе осталось сколько-то, иди гуляй. И этот вопрос, ребята, все равно приходит к тому, что не той веры мы живем, ребята, не той. Древности наши предки жили в единстве, в одной земном шаре, в единственное сознание, единственной верой. Солнцу и огню. И все. Вот и все, ребят. А мы нашу веру утратили давным-давно. Сейчас каждый человек, буквально в каждом квартале есть какое-то строение, тут-сюда, ля-ля-ля и так далее. На самом деле, я, конечно, никого не обижаю, ребята, просто информирую. Думайтесь, подумайте однажды. Оказывается, мы живем не по своей воле, а по каким-то чужим правилам. Оказывается, мы работаем не для того, чтобы получать зарплаты и на эту зарплату поехать в юг на море, на отпускные, а для того, чтобы одного человека побогатить или несколько человек, которые во всех сферах, как щупальцы, высасывают био и финансовой энергии. Так и живут они другой верой, вот, по-ихнему. Но обычного человека вера одна. Глаза открыл, шторы открыл, а там солнышко греет, поблагодарил, а солнце имеет очень большую энергию, перезагрузил тебя, хорошее настроение, несмотря на звук сверху, снизу, сбоку. Кто-то гуляет, кто-то бухает, кто-то, как говорится, делает детей, хотя бы пытается что-то делать. Несмотря на это, каждому человеку должен быть познание истины. И все. А этот человек здоровый, несмотря ни на что. Возможно, он будет однорукий, возможно, он будет одноногий, но сила и мысли, разум здоровый. Он правильно думает, правильно верит и идет своей цели. Несмотря на отсутствие некоторых частей тела, он бегает, он работает ради семьи, не ради карьеры, не ради ламборджини, чтобы крутой кого-то показаться крутым и так далее. Нет,
Он, во-первых, живет ради себя. Но, к сожалению, мы отвыкли, не только мы, нас научили, что есть такое и такое, что всесильна медицина, что всесильна организации, вот. Кто-то должен управлять, кто-то должен голосовать и так далее. Это уже запрограммировали конкретно. Ну, ребята, тут вопрос, конечно, спорный. Но тот человек, который спорит, тут уместен пословица «Дурак не поймет, умный промолчит». Вот и все. Чему я клоню? В старину не было больниц. В старину не было интернета. Не было света. Но у них все было. Все были здоровы. Все жили сытно. Все в нормальных условиях. Благотворили. Чего? Никого. От чего? Понимаете? Старину лечили шаманы у нас в Якутии. Вот. До сих пор лечат. И даже очень отлично. После познания нескольких уроков, скажем так, мыслей, буквально, если буквально сказать, что это получится слишком грубо, многие не поймут. Вот. Напишут в комментариях бухой, пьяный, на букву Г и так далее. Но те, которые сатирию пишут такие слова, таких я их считаю, и все. И все. Они уже все. У них только в голове только на букву Г и все. Все такие. А он один золотой Г на форме Г. И все. Не мелочусь. Конкретно так и все. Больше другого нет. Вот. Как они лечили? Каким образом они лечили? Что они собой представляли? Они лечили, во-первых, вашу душу. Если у человека гармония душой, если у человека все нормально головой, если у человека, буквально представьте себе, у вас нету кредита. Нет. У вас нету ипотеки. У вас нету долгов. У вас есть много-много чего-то, которого вам достаточно, чтобы продолжать род. Строить города, шестиэтажные коттеджи, если вам фантазия позволяет. У вас этого есть. Тогда у вас чего не хватает? Вот, здоровье. Ну, тут уж, ребята, я, конечно, учусь и буду учиться, но ждем результатов. А они будут положительные, когда я приоткрою дверь на максималках на этом канале, расскажу, как это было и какой результат нынче.
Так что запаситесь личными терпением и ушами. Говорят, прекратили, сказали. Но это будет, не знаю когда. Вот. Чё на ножах? Лохотрон полнейший. На букву Г. Ну, понятно, Александр. Металл РВЛ на ножах, который розыгрыша. Нургиса. Диалог 2. Да, ребята, хватит. Полчаса покалякал. Завтра тоже, если свет будет, в эфир выйду. Вот. А сейчас уже пора байки, а вам работать. И жить-то жить. Трудитесь. Вот. И иногда смотрите на солнце. Хотя бы иногда. На глазок. Всем благ.